Добрый вечер, дорогие ребята, уважаемые гости. Итак, мы начинаем литературный вечер живой классики под названием «К мечте на алых парусах». Литературный вечер проводится в рамках всероссийской акции «Неделя живой классики в библиотеке», которая стартует во всех регионах России с 23 ноября по 29 число. Неделя живой классики в библиотеках организована для того, чтобы как можно больше людей узнали об этой замечательном конкурсе и в целях помощи участникам конкурса определиться с выбором произведений классиков. Организатором этой акции является фонд «Живая классика». Вот уже 13 лет фонд реализует образовательные и культурные проекты. Самый масштабный проект фонда – это конкурс юных чтецов «Живая классика». Это ежегодный конкурс по чтению вслух прозы на русском языке, который проходит среди школьников во всех регионах Российской Федерации и за рубежом. Ежегодно в проекте принимает участие более 2 миллионов школьников со всей России и из многих стран мира. Конкурс «Живая классика» является лауреатом многих премий. 2021 год – юбилейный год для международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Представляем вашему вниманию видеоролик от фонда «Живая классика». Здравствуйте, коллеги, участники конкурса, родители и болельщики. Принять участие в конкурсе могут ученики 5-11 классов в возрасте от 10 до 17 лет. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте youngreaders.ru до 25 января. Для регистрации на сайте вам необходим номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Если у вас нет мобильного телефона или почты, попросите, пожалуйста, родителей или родственников вас зарегистрировать. Конкурс проходит в 6 этапов. Первый этап классный, он проходит в каждом классе. Школьный этап проходит в школах, районный этап в районных библиотеках, региональный этап в региональных библиотеках, в театрах. После этого 3 победителя регионального этапа отправляются в Международный детский центр «Артек», где пройдет всероссийский финал. И 10 суперфиналистов выступят в начале июня на Красной площади. В личном кабинете вы найдете информацию о ближайшем этапе, кто, где и когда его проводят. Если в вашей школе еще не выбран организатор, то обратитесь, пожалуйста, к своему классному руководителю, любимому учителю или школьному библиотекарю. Также вы можете участвовать от учреждения дополнительного образования. Если у вас возникнут трудности, напишите нам. Каждый желающий может подать заявку и принять участие. Всю информацию вы можете найти на официальном сайте конкурса «Живая классика», а также мы рады помочь в поиске информации к тем, кто заинтересован. Читайте классику, ребята, ведь все мы вместе делаем классику живой. Классика – это произведения, которые не устаревают в течение многих лет и даже веков. Книги, которые каждый должен прочитать. Повесть «Феерия. Алые паруса» поистине является одним из самых известных произведений детской классики и помогает детям сделать первый шаг в большую литературу. «Алые паруса»
Это давно уже не просто название, это символ. Символ любви и надежды, символ веры в мечту и воплощения самых несбыточных грез. Итак, друзья, приглашаю вас на путешествие к мечте на алых парусах. Жил на свете гордый и одинокий человек. Он любил море, мечту и людей. Море лежало перед ним как дорога в огромный, таинственный и прекрасный мир, полный приключений, подвигов и чудес. Имя его Александр Грин. Александр Грин – автор сотни рассказов, новелл, романов, стихов, фельетонов, басен. Человек, подаривший нам сбывающееся чудо под названием «Алые паруса». Александр Грин родился 140 лет назад в маленьком городе Вятке. В детстве он был застенчивым и мечтательным, рассеянным и нетерпеливым, но любил много читать. Читал запоем произведения Майн Рида, Купера, Жюль Верна. Чтение книг превращалось для мальчика в увлекательное путешествие. Он не просто представлял прочитанное, но уходил в придуманный мир, упиваясь героическими приключениями. По натуре он был странником, непрекаянным путешественником, искателем путешествий, приключений. Жизнь писателя была тяжела, но до конца своих дней Грин оставался одержимым мечтателем, сохранившим чистоту чувств, добрые глаза и детскую улыбку. «Алые паруса» – самая светлая и солнечная книга Грина. Она была задумана писателем в 1917 году, а завершена в 1922 году. В маленькой приморской деревушке Коперник живет отставной моряк Ландрен, который мастерит игрушечные кораблики и еле сводит к концу с концами. После того, как он овдовел, на руках у него осталась маленькая дочка Ассоль. Как-то раз некий волшебник предсказывает Ассоль, что наступит день, когда ее увезет прекрасный принц на корабле с алыми парусами. Над Ассоль смеется вся деревня, но наступает тот день, когда сказка становится былью. Мечта девушки сбылась в виде белоснежного корабля под алыми парусами и в лице молодого капитана Артура Грея, влюбленного в Ассоль. Жизнь маленькой Ассоль изменилась после встречи с волшебником. Волшебник Эгель подарил девочке мечту. Эта встреча определила всю ее жизнь. Эту историю про Ассоль нам расскажут наши гости. Талантливая актриса театра и кино, актриса Саха академического театра имени Платона Алексеевича Аюнского Тамара Абутова и главный режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Республики Саха-Якутия Руслан Тараховский. Добрый вечер. Нам очень приятно видеть вас на нашей онлайн-площадке. Мы искренне благодарны вам за то, что присоединились к нам, поддержали акцию своим участием. Разрешите задать вам, Тамара, Руслан, несколько вопросов, которые мы специально подготовили для вас.
В каком возрасте вы прочитали впервые книгу «Алые паруса»? Тамара, пожалуйста. Впервые ознакомилась с материалом во время студенчества. Уже грамотно был такой подход. И, да. Вопрос Руслану Игоревичу. Помните ли вы ваше первое впечатление о прочитанном? В нескольких словах. Здравствуйте. Здравствуйте. Это о прочитанном любую книгу, да? Нет, вот именно вот «Алые паруса» Александра Грин. Это в студенческие годы прочитал, но произвело такое светлое впечатление и какое-то мечтательное такое. Такая мечтательность появилась и такая светлость, что ли, сказать. Так. И такой еще к вам вопрос. Что вам больше нравится? Книга, Александр, вот «Алые паруса», спектакль или кино? Что вам больше по душе? Ну, обоим вам вот такой вот вопрос. И Тамаре, и Руслану. Кино — это, конечно, классика. Это классика. Классику надо знать, классику надо смотреть. И еще бы хотела сказать дополнительную информацию. «Алые паруса» у нас был поставлен в нашем театре режиссером Сергеем Потаповым. Мне больше, конечно, нравится читать произведения. Ну, конечно, смотреть спектакль, кино приятно, но обычно это является трактовкой какого-то режиссера, да, какого-то человека, а мне нравится самому вот читать произведение и составлять впечатление об этом. Да, спасибо. И такой последний вопрос. Самый запомнившийся любимый отрывок из повести «Алые паруса». Ну, мне больше финал нравится, когда они... Красивый финал, да. Да, красивый финал, там они встречаются, обретают, да, друг друга. Вот это больше мне нравится. Так, а Тамаре? Наверное, первая встреча с сказочником. Давайте. Сейчас послушаем мы рассказ, текст из книги «Алые паруса», в исполнении наших гостей. Мы все готовы слушать. Давайте начнем. Начинаем. Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзину на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки. Из них 2-3 оказались новинкой для нее. Лангрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрная гоночная яхта. Белая суденышко подняла алые паруса, сделанные из обрезков шелка, употреблявшего Лангреном для оклейки пароходных кают. Игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделал яхту, он не нашел подходящего материала на паруса, употребив, что было лоскутки алого шелка. А соль пришла в восхищение. Пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей с переброшенным через него жердяным мостиком. В
чей справа и слева уходил в лес. Если спущу ее на воду, поплавать немного, размышляла Ассоль. Она ведь не промокнет. Я ее потом вытру. Отойдя в лес за мостик по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно. Паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде, свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на белых камнях дна. Тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья. И, как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз. Мгновенно изменился масштаб видимого. Ручей казался девочке огромной яхтой, а яхта — далеким большим судном. Она старалась не терять из вида красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала. Ассоль никогда не бывала так глубоко в лесу, как теперь. Ей, поглощенная нетерпеливым желанием поймать игрушку, не смотрелась по сторонам. Возле берега, где она суетилась, было довольно препятствий, занимавших внимание. Мшистые стволы упавших деревьев, яму, высокий папоротник, шиповник, жасмин и орешник мешали ей на каждом шагу. Одолевая их, она постепенно теряла силы, останавливаясь все чаще и чаще, чтобы передохнуть или смахнуть с лица липкую паутину. Когда потянулись в более широких местах осоковые и тростниковые заросли, Ассоль совсем было потеряла из вида алое сверкание парусов, но, обежав излучину течения, снова увидела их, степенно и неуклонно бегущих прочь. Такое безуспешно тревожное... Нас слышно, да? Слышно, слышно. Ага. Такой безуспешной и тревожной погони прошло около часу, когда с удивлением, но с облегчением Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости. С невысокого, изрытого корнями обрыва Ассоль увидела, что у ручья на плоском большом камне спиной к ней сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне рассматривает ее с любопытством слона, поймавшего бабочку. Отчасти успокоенная тем, что игрушка цела, Ассоль сползла по обрыву и, близко подойдя к незнакомцу, воззрелась на него изучающим взглядом, ожидая, когда он подымет голову. Но неизвестный так погрузился в созерцание лесного сюрприза, что девочка успела рассмотреть его с головы до ног, установив, что людей, подобных этому незнакомцу, ей видеть еще ни разу не приходилось. Но перед ней был никто иной, как путешествующий пешком Эгель, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Седые кудры складками выпадали из-под его соломенной шляпы. Серая блуза, заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника. Белый воротничок, галстук, пояс, унизанный серебром блях, трость и сумка с новеньким никелевым замочком выказывали горожанина. Его лицо, если
можно назвать лицом? Нос, губы и глаза, выглядывавшие из бурно разросшейся лучистой бороды и пышных, свирепо взрагаченных вверх усов. Казалось бы, вяло прозрачным, если бы не глаза, серые, как песок, и блестящие, как чистая сталь, взглядом смелым и сильным. «Теперь отдай мне», — несмело сказала девочка. «Ты уже поиграл. Ты как поймал ее?» Эгель поднял голову, уронив яхту. Так неожиданно прозвучал взволнованный голосок Ассоль. Старик с минуты разглядывал ее, улыбаясь, медленно пропуская бороду в большой жилистой горсти. Стиранное Звук погромче, пожалуйста. ситцевое платье едва прикрывало до колен худенькие загорелые ноги девочки. Ее темные густые волосы, забранные в кружевную косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные с оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица. Его неправильный мягкий овал был овеян такого рода прелестным загаром, какой присущ здоровой белизне кожи. Полураскрытый маленький рот блестел кроткой улыбкой. Это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение, это твоя штука? «Да, я за ней бежала по всему ручью. О, я думала, что умру. Она была тут?» У самых моих ног. Как зовут тебя, крошка? «Ассоль», — сказала девочка, пряча в корзину поданную Эглем игрушку. Хорошо, продолжал непонятную речь старик, не сводя глаз, в глубине которых поблескивала усмешка дружелюбного расположения духа. Мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины. Что бы я стал делать, называешься ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды прекрасной неизвестности. Тем более я не жалею знать, кто ты, кто твои родители, как ты живешь. К чему нарушать очарование? Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов. Как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты, такая, как есть. Я, милая, поэт в душе, хоть никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке? «Лодочки». Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой, ты пустила яхту поплавать, а она сбежала. Ведь так? «Ты разве видел?» — с сомнением спросила Ассоль, стараясь вспомнить, не рассказала ли она это сама. «Тебе кто-то сказал? Или ты угадал?» Я это знал. А как же? Потому что я самый главный волшебник. Ассоль смутилась. Ее напряжение при этих словах Эгля переступило границу испуга. Сострой теперь Эгель гримасу или закричи что-нибудь, девочка помчалась бы прочь, заплакав и изнемогая от страха. Но Эгель, заметив, как широко раскрыла ее глаза, сделал крутой вольт. Тебе нечего бояться меня.
серьезно сказал он. Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе. Ну-ка, Ассоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне, откуда ты, должно быть, идешь. Словом, в Коперни. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок, у вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишие с ужасным мотивом. Стой! Я сбился. Я заговорю снова. Подумав, он продолжал так. Не знаю, сколько пройдет лет. Только в Коперне расцветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов. На берегу много соберется народу, удивляясь и ахая, и ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки. Нарядная в коврах, в золоте и цветах, поплывет от него быстрая лодка. «Зачем вы приехали? Кого вы ищете?» — спросят люди на берегу. Тогда ты увидишь храброго, красивого принца. Он будет стоять и протягивать к тебе руки. «Здравствуй, Ассоль!» — скажет он. «Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увести тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, что только ты пожелаешь. Жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали. Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом. Это все мне? Тихо спросила девочка. Ее серьезные глаза, повеселев, просияли доверием. Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так, и она подошла ближе. Может быть, он уже пришел, тот корабль? Не так скоро, возразил Эгель. Сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом, что говорить? Это будет и кончено. Что бы ты тогда сделала? Я? Она посмотрела в корзину, но, видимо, не нашла там ничего достойного служить веским вознаграждением. Я бы его любила, поспешно сказала она и не совсем твердо прибавила. Если он не дерется. Нет, не будет драться, сказал волшебник, таинственно подмигнув. Не будет, я ручаюсь за это. Иди, девочка, и не забудь того, что сказал тебе я между двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников. Иди, да будет мир в пушистой твоей голове.
Лонгрен работал в своем маленьком огороде, окапывая картофельные кусты. Подняв голову, он увидел Ассоль, стремглав бежавшую к нему с радостным и нетерпеливым лицом. «Ну вот, ну вот, ну вот!» — сказала она, силясь овладеть дыханием, и ухватилась обеими руками за передник отца. «Слушай, слушай, что я тебе расскажу. На берегу, там, далеко, сидит волшебник». Она начала с волшебника и его интересного предсказания. Горячка мысли мешала ей плавно передать происшествие. Далее шло описание наружности волшебника и в обратном порядке. Погоня за упущенной яхтой. Лонгрен выслушал девочку, не перебивая, без улыбки, и когда она кончила, воображение быстро нарисовало ему неизвестного старика с ароматической водкой в одной руке и игрушкой в другой. Бросив лопату, он сел к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно усталая, она пыталась еще приводить кое-какие подробности, но жара, волнение и слабость клонили ее в сон. Глаза ее слепались, голова опустилась на твердое отцовское плечо. Мгновение, и она унеслась бы в страну сновидений, как вдруг, обеспокоенная внезапным сомнением, Ассоль села прямо с закрытыми глазами и, упираясь кулачками в жилет Лонгрена, громко сказала: «Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет?» «Придет», — спокойно ответил матрос. «Раз тебе это сказали, значит, все верно». Взяв подзорную трубу, Грей уставился на Коперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Ассоль. Ассоль у окна читала книгу. Но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами. Она вздрогнула, откинулась, замерла. Потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. Корабль в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта. Негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнем алого шелка. В ее простоте, ликуя, развертывалось и рокотало волнение. Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события. На первом углу она остановилась почти без сил. Ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю. Она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса. Тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, остановилась и облегченно вздохнула. Тем временем в Коперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу. У корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство. Теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети в попыхах мчались к берегу, кто в чем был. Жители перекликались со двора в двор, наскакивали друг на друга, вопили и падали. Скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала Ассоль. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила,
Но тысячи последних смешных страхов одолели Ассоль, смертельно боясь всего, ошибки, недоразумений, таинственные вредные помехи. Она вбежала в пояс, в теплое колыхание волн, крича: я здесь, это я!» Грей нагнулся, ее руки ухватились за ее пояс, Ассоль зажмурилась, затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу, запыхавших сказала: «Совершенно такой». И ты тоже, дитя мое, вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грей: вот, я пришел, узнала ли ты меня? Она кивнула, держась за его пояс. С новой душой и трепетно зажмуренными глазами счастье сидело в ней пушистым котенком. Грей взял ее руки и, зная уже теперь, куда можно безопасно идти, она спрятала мокрое от слез лицо на груди друга, пришедшего так волшебно. Конец. Аплодисменты, дорогие друзья. Еще раз благодарим вас, дорогие гости, и разрешите вручить вам от имени фонда «Живая классика» благодарственные письма за участие в проведении Всероссийской недели живой классики в библиотеках и выражаем признательность за ваш профессионализм и приобщение детей к чтению. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Добрый Эгель пообещал, и писатель Александр Грин выполнил его обещание, заставив своего героя капитана Грея совершить чудо преображения мечты в действительность. Об этом романтическом символе юности, дерзания и мечты сняты фильмы, постановки в театрах, написаны песни, картины, скульптуры. Сегодня к нам подключился еще один замечательный гость, артист театра эстрады Иннокентий Лебедев. Амикан. Добрый день. Добрый день. Мы рады, что вы любезно согласились выступить с песней «Алые паруса». Кто написал слова песни «Алые паруса»? У синего моря, где бушует бураны, неизвестно. Но это душевное вокальное произведение давно вошло в круг так называемых вожатских песен. Главными исполнителями «Алых парусов» были подростки. Вот у меня один вопрос к нашему гостю. Угу. Так, наверное, эта песня связана с вашим детством, Иннокентий. Да, так точно. То, что в детстве, в 7 классе, мы вместе у нас в селе Майя был театр юного зрителя, мы поехали отдыхать в лагерь, выиграли путевку в лагерь «Окея». Да, И да, это лагерная песня, песня, да. Да, очень связывает с лагерем, с теми временами, с кострами и шумом моря, наверное. Иннокентий, вы читали, да, вот повесть «Алые паруса»? Да, конечно. В А детстве, в каком да. возрасте, интересно, вы читали? Где-то в 12-13. В подростковом возрасте, да? Ага. А вот самый запомнившийся любимый отрывок из этой повести у вас какой? Любимый. Где все хорошо заканчивается, наверное. Счастливый конец сказки, да? Все. Да, да. Ну, давайте послушаем песню. У синего моря, где бушуют бураны, жила там девчонка с
именем странным. Часто бывала она на просторе, в мечтах уплывала за синее море. Алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса. Алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса. А там за морями, за синей чертою, жил парень отважный, с открытой душою. Мечтал он о море, о подвигах славных, мечтал о походах в дальние страны. Алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса. Алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса. Вечером поздним, когда все уснули, на небе зажглись миллионы огней. И в этой же ночью свершилось чудо. Тот парень приехал к девчонке своей. Алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса. Алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса. Прекрасная песня, замечательное исполнение. Аплодисменты нашему гостю. И, Иннокентий, мы вручаем вам от имени тоже президента фонда «Живая классика» благодарственное письмо. Ребята, те, кто еще не читали «Алые паруса» Александра Грин, непременно нужно читать, а еще лучше слушать, но только не в суете, а также, как мы слушаем сон, в атмосфере тишины и покоя. Главное, чтобы сердце было открыто. Нашу встречу хочется закончить словами Грея. Чудеса надо творить своими руками. Александр Грин пытался показать читателю, что человек сам творец своего счастья. Он сам может быть и волшебником, и злодеем. Выбор за нами. Верьте, мечтайте, дерзайте, тогда чудеса сами посетят вас. На этом литературный вечер подошел к концу. До свидания, до новых встреч. Спасибо. До До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем участникам, гостям. До новых встреч. До свидания.